Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю отсыпочку на вас. А тема звучит так: кто много и часто думает о вас? Кто этот человек? О чем думает? Почему? Да, вот какие мысли в голове? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком другом думать не надо, песочек все покажет сам. Также, мои хорошие, спешу всех вас сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Разные люди думают о вас. Тут не один человек вышел, тут и мужчины, и женщины повыходили. Мои хорошие, это общая отсыпка. У кого-то отыграется, что все эти люди вместе о вас думают, у кого-то по персонажам будет. Ну, во-первых, хочу сказать, что вы очень человек яркий, сильный. Ключевое – это справедливость, честный, праведный образ жизни. Вы человек, который ни от кого ничего не ждет, но при этом вы готовы любому помочь, кто в нужде, кто в этом нуждается. Да, вот у кого есть какая-то проблема, вот мимо никогда не пройдете. Животных очень любите, часто животным помогаете, либо с животными время проводите. Вот, круг общения у вас небольшой, но в этом кругу только лишь вот избранные, да, самые те, кого вы можете смело называть своими родственниками либо друзьями. При этом очень ярко живете. Здесь может речь идти о том, что вы сами по себе очень яркая персона, да, там красиво, ярко одеваетесь, строите карьеру, развиваете свой бизнес, участвуете в разных проектах, может быть, даже какой-то деятельностью такой занимаетесь, там, волонтерством, либо вы творческий человек. Ну вот яркая личность. Очень многие на вас смотрят, очень многие о вас думают, очень многие о вас говорят. Да, в умах разных людей вы есть. И также я вижу, что вы успешный человек, хотя за этим успехом очень много вашей работы. Да, вам ничего не дается просто так. Вы всегда очень много работаете, вы себя не жалеете. Вы вот такой достигатор, да, человек, который добивается своих целей. И вот это многих не дает покоя. Завистников у вас очень много, завистников. Завидуют такой черной завистью, и очень разные люди, и много людей вам завидуют. Никак они не могут понять, что вы пашете, да, на свой успех вы пашете, что вам не просто так с неба прилетает, что за каждым успешным там делом просто титаническая работа, бессонные ночи, нервы, психи, переживания, да, вложения. Вот не могут они это понять, и им вот кажется, что вам прям прилетает. Как будто бы за красивые глаза, да, вам вот по полной дается. Женщины очень сильно завидуют женщины, хотя тут и мужчина-завистник показан. Но тут мужчина немножко другому завидует. Давайте с этими женщинами разберемся. У кого-то на работе эти женщины, да, в виде коллег, либо сотрудниц. У кого-то по соседству эти женщины. Может быть, вы не сильно общаетесь, да, но тем не менее вы у них на виду. Вот они про вас постоянно судачат, постоянно какие-то новости друг другу сообщают. И вот какой-то бесконечный, это можно сравнить, я не знаю, со стиркой белья, да, вот постоянно перестирывают ваше белье, ищут на нем пятна, да, либо пытаются оправдать свои какие-то неудачи, либо свою какую-то очень жизнь тусклую, да, тем, что вот это все из-за вас. Вот если бы вам за красивые глаза не давали, то у них бы было больше. У кого-то еще отыграется, что какая-то женщина вот спать не может, все время думает о вас, думает о том, как так, да, вот почему у нее есть, а у меня нет, почему у нее получается, а у меня не получается. Кстати, конкурентки, да, если вы бизнес ведете, то, скорее всего, у вас очень много конкуренток, конкурентки, которые они к вам приблизиться не могут,
они не обладают вашими способностями, вашим талантом, но при этом не могут жить спокойно, вот вы им покою не даете. Вот хочется быть как вы, хочется быть вами. Им не хочется быть лучше вас, им хочется просто быть вами. Вот. Люди, которые вместо того, чтобы работать, предаются вот такому праздному образу жизни, да, просто сидят и завидуют. Вот им кажется, что если вас не будет, то у них все прям там идеально сложится. Хотя на самом деле это так не работает. Ну, глупые люди. Так, мужчина, который вам завидует. Этот мужчина, у него какое-то то ли образование, то ли он какой-то, знаете, вот очень образованный мне идет. Много учился, там куча дипломов, там курсы всякие позаканчивал. Но этот мужчина вам во всем уступает. С этим мужчиной вы как-то где-то пересекаетесь, там по работе, на работе, может быть, пересекаетесь даже вот как в кругу знакомых. Вы очень четко можете аргументировать, вы очень много знаете, вы не кичитесь своим знанием, но при этом, если что-то вот не так, да, вы молчать не будете, вы обязательно скорректируете, либо объясните, поясните, и вы этого мужчину затеняете, и он очень сильно завидует, он после встречи, знакомства с вами еще больше стал там читать книг, еще больше курсов стал посещать, еще больше начал заниматься своим развитием. Но все равно он не может с вами сравниться. И он все время такой, ну как так, она же женщина, там, у нее семья, дети. Откуда она все это берет? У нее что там, память фотографическая, да, что она все запоминает. Вот я тут днями и ночами из книг не вылажу, да, там, из интернета не вылажу, и то я не могу это все запомнить. Тут именно зависть к вашим талантом, да, талант здраво рассуждать, талант запоминать, талант красиво, правильно говорить, да, красиво объяснять, ну, внятно объяснять. Прям завидует вам, завидует. Еще мне кажется, что этот мужчина, он прям такой нарцисс, в себя влюбленный, ему хочется, чтобы им всем там восхищались, хлопали ему в ладоши, все говорили, боже, какой ты умный, да, вот этого хочется. Но поскольку есть вы, он не получает своего признания, да, своей славы не получает. А вы не хвастаетесь, вы никогда не хвастаетесь тем, что вы знаете. Вот, это прям сильная ваша черта. Так, еще о вас очень часто и много думает мужчина, который вас потерял. Он вас потерял, действительно. Возможно, у вас были отношения, вы расстались, разошлись. А возможно, этот мужчина сам, да, сам не смог вытянуть ваши отношения, либо сам от вас отказался. У него жизнь прям пошла под такой откос, что страшно становится. Но он вас ни в чем не винит. Он винит себя, винит свою слабость, глупость, свою нерешительность, либо то, что он там ошибок насовершал, да, он себя винит. А о вас он думает, знаете, в каком плане? Вот какой бы была моя жизнь, если бы я был с ней? Да, как бы прекрасно бы я жил, каких красивых детей бы мы родили, как бы у нас все хорошо было бы, да, вот мечтает, он думает о вас, он мечтает о вас, мечтает о будущем, которому уже, наверное, не случится. Где-то он от вас находится, не сильно далеко, но он как-то за вами наблюдает, либо периодически, либо постоянно. Вот если соцсети ведете, то постоянно пасется в ваших соцсетях. Прям каждую эту фотографию до дырочек рассматривает. А если соцсети не ведете, то где-то вы с ним не пересекаетесь, скорее всего, он куда-то там подъезжает, где вы живете, либо где вы работаете, где можно вас встретить. И вот прям наблюдает за вами, старается запомнить полностью ваш образ, чтобы потом в памяти это все прокручивать. Много-много мыслей о вас. И то, что потерял, он себе простить не может. Да? Вот он не может себе этого простить. Возможно, вы уже давно замужем, у вас семья, вот, а он все по вам сохнет и страдает. Но опять же, по своей глупости, по своей вине это произошло. Также, мои хорошие, о вас очень много думает кто-то из ваших родных людей. Ну, у кого-то мама, у кого-то папа, у кого-то мама и папа, может, там бабушка, сестра, может быть, старшая, либо старший брат. Почему-то за вас очень сильно переживают. Может быть, ваши родные там, любят телевизором увлекаться, да, либо такие восприимчивые, мнительные, чувствительные люди.
в жизни очень много негатива происходит, да, и очень сильно за вас переживают. Зная ваш характер, зная, что вы там молчать не будете, зная, что вы там всем помогаете, либо за всех заступаетесь, очень переживают, что вдруг вы там кого-то плохого встретите, и кто-то вам может навредить, да, либо кто-то может вас обидеть. Может быть, вы не склонны к тому, чтобы обсуждать свои проблемы, либо свои какие-то неприятности со своими родственниками. Ну, как взрослая женщина, да, зачем вам это нужно? Потому что бережете своих родителей, не хотите, чтобы они лишний раз волновались. А тут как бы обратное происходит. Вы молчите, вы ничего не говорите, либо говорите, что у вас все хорошо, и они начинают, значит, додумывать, да, додумывать, что вдруг нет, а вдруг у нее там плохо, а вдруг ее кто-то обижает, да, а вдруг она вот молчит, да, из-за этого. В общем, такая странная история. И переживание, оно прям чувствуется. Еще я вижу, что за вас кто-то молится. Ежедневно человек то ли с утра молится, то ли перед сном молится. Просит для вас счастья, просит для вас здоровья и просит для вас защиты. Мне вообще идет как женский какой-то образ, кто за вас молится. Человек, который по-настоящему вас любит, и силой своей любви этот человек вас защищает. Дальше показываю чью-то подругу. Подруга тоже о вас часто думает. Тут больше, наверное, подойдет тем, у кого есть подруга, у которой в жизни прям все там сложилось. Может быть, жизнь не самая там яркая, но тем не менее спокойная, уравновешенная. Вот ей очень хочется, чтобы и вы свое счастье нашли, либо чтобы вы в жизни меньше заняты были, да, чтобы было больше времени на то, чтобы вам вместе, там, не знаю, пироги печь, либо торты, либо куда-то вместе ходить, гулять, да, вот такие у нее мысли. Ей как-то хочется что-то в вашей жизни лично изменить, либо чем-то вам помочь. Может быть, она для вас, там, не знаю, женихов ищет. Ну, если вы не в браке, не в отношениях, то, скорее всего, она там мониторит рынок женихов, либо там общается с мужчинами, которые в поиске жены, пытается вам именно так помочь. Да? Может, там с кем-то периодически знакомит, либо периодически с кем-то там общается, подбирает. Мне вот идет, что она для вас жениха подбирает, вот, а вы как хотите. Но у кого-то такая прям сердобольная подруга, да, очень ей хочется, чтобы вы спокойно жили, счастливы были, любили и были любимыми, да, вот, чтобы хороший у вас муж был. Но у нее вроде как в жизни все случилось, вот и вам она тоже этого желает. И, возможно, вы ее об этом не просили, возможно, даже вы против того, чтобы она вам там женихов этих находила. А она такая, нет, я как бы буду искать дальше, пока хорошего не найду. Может быть, даже она от вашего имени, либо, может, и не от вашего имени, где-то там на сайте знакомства просиживает днями для того, чтобы выудить хорошего мужчину для вас. Запросто у кого-то отыграется. Ищет. Она для вас ищет мужчину. И, конечно, она о вас постоянно думает. Дальше, мои хорошие. Вот здесь с левой стороны показан мужчина, который очень далеко от вас находится. И этот мужчина вспоминает вас очень часто и как будто бы готовится, не знаю, к встрече, либо к разговору. Как будто бы какие-то сценарии в голове проигрывает, да, как встреча может пройти, что я должен сказать, как я должен поступить, как будет лучше, да, чего нельзя делать. И мне вот кажется, что вы тоже думаете об этом мужчине, потому что у вас очень сильная эмпатия с ним, очень сильная. То есть в момент, когда он начинает думать о вас, вы тоже начинаете думать о нем. Может быть, какое-то знакомство у вас произошло, может быть, живете, да, действительно в разных странах, либо мужчина куда-то там по работе, на работу уехал. Вот как готовится к встрече, готовится к свиданию, и сценарий в голове постоянно прокручивает. Очень сильно по вам соскучился. И мне вот кажется, что этот мужчина вам что-то будет прям предлагать. Предлагать такое серьезное, судьбоносное, на будущее влияющее. Может быть, вместе где-то жить, либо вместе куда-то съехать, переехать, либо руку и сердце будет кому-то предлагать. Он прям готовится, и для него это прям серьезный шаг, который вот на всю жизнь и судьбу повлияет. Такой неплохой мужчина, устает очень сильно, либо очень серьезная физическая нагрузка у него. Он то ли спортом занимается, то ли он
какая-то работа тяжелая, физическая, может быть, у него какие-то нагрузки, перегрузки физические идут. Ваш образ ему часто помогает, как второе дыхание у него открывает. Так, еще, мои хорошие, о вас часто думает взрослая женщина, но эта взрослая женщина, она перед вами какую-то большую вину чувствует. И она думает, знаете, не просто думает, она боится, что вы что-то узнаете, что вы правду какую-то узнаете. И я не могу сказать, что эта женщина сделала, потому что вы все слишком разные, но она боится, что вы правду какую-то узнаете. И, возможно, в момент, когда вы с ней общаетесь, вот первые там несколько минут, вот вы встретились, да, для нее это самые напряженные минуты, потому что она старается понять, знаете вы или нет, да, узнали ли вы правду или нет. Что-то она скрывает, в чем-то она перед вами виновата. И знаете, еще такой момент, что она понимает, что вы не простите, как не подарите ей этого момента. Прощения не будет. От нее идет, что что-то, наверное, очень плохое, либо очень жесткое по ее вине произошло. И она теперь очень сильно этого боится. Боится, что правда раскроется. Так, еще о вас думает какой-то человек, но он думает больше как в профессиональном каком-то ключе. Возможно, на работе о вас начальник думает. Возможно, о вас думает кто-то, там, кто является начальником в фирме конкурента. Да? И человек, может, сманить вас хочет. И думает, чтобы ей такое предложить, да, чтобы она к нам работать пришла. Может быть, вы бизнес ведете, да, этот человек хотел бы с вами какой-то контракт заключить серьезный, либо, может быть, как объединение какое-то сделать. Человек вас рассматривает именно в плане профессиональном. То есть каждый раз, думая о вас, человек восхищается вашим умом, вашими талантами, вашим профессионализмом, знанием, умением вести бизнес. И думает, вот это сила, это мощь. Как ее уговорить, чтобы она согласилась посотрудничать, ну, либо, может, там, взять мой заказ, да, там, выполнить контракт, как-то так идет. Еще показывают женщина, которая прям ревнует очень сильно. Ревнует кого-то к вам. Может, мужа своего ревнует, может, парень ревнует, может, сына ревнует. Кого-то ревнует очень сильно. И кажется, что вы как над ней смеетесь, что ли, либо вы ей там назло что-то делаете. Глупости какие-то ей кажется. Она очень неуравновешенная женщина с подорванной психикой. И она считает своим долгом от вас, там, своего мужчину, да, либо сына беречь. Вот как-то так не идет. Там чуть ли не за руки его хватает и уводит, да, когда вы появляетесь, либо там вас на горизонте она видит. Странная, конечно, дама, но что есть, то есть. Ревность и желание вообще все бросить, схватить этого своего мужчину, куда-то уехать подальше, где вас не будет. Не знаю, может быть, она считает, что вы гораздо лучше, чем она, либо она настолько не уверена в себе, что начинает так сильно ревновать. Да, вы яркая женщина, да, вы многим нравитесь, но это же не значит, что вы там будете мужчину из семьи уводить, да. Ревнует очень сильно к вам, именно конкретно ревнует. К другим не ревнует. Даже если кто-то там на ее мужа прыгнет, да, начнет там обнимать, целовать, она не будет ревновать, а вот к вам она ревнует. Вот какой-то такой момент показан. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.